Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Общественном Первом программа «Стратегия 2040». Сегодня речь пойдет о развитии регионов в рамках деятельности Кыргызско-Российского фонда развития. А говорить мы будем с руководителем службы кредитной и инвестиционной деятельности РКФР Эрмеком Абласовым. Эрмек Туратбекович, здравствуйте. Фонд выезжает в регионы, вы непосредственно встречаетесь с предпринимателями в регионах. Как в целом оцениваете потенциал регионов страны? Здравствуйте. Мы как фонд на постоянной основе делаем срез экономических показателей регионов, в том числе и городов. И на сегодняшний день, на наш взгляд, потенциал именно регионов очень большой. Много свободных жителей, которые сейчас уезжают в города работать, много земель, которые можно использовать, много месторождений в регионах, которые нужно разрабатывать. Их достаточно много, и учитывая весь этот в комплексе потенциал, мы рассчитываем, что регионы имеют очень такое огромное значение для страны. А фонд каким проектам отдает наибольшее предпочтение? Наибольшее предпочтение мы на сегодняшний день утвердили 3 основных продукта. Это базовый, и базовый плюс, и ключевой. И наиболее приоритетным мы определились, это ключевой, куда входит это сельское хозяйство, связанное с сельским хозяйством, вопросы переработки, производства овощей, овощных культур, переработка шерсти, переработка кожи, то есть это агропромышленный комплекс в целом, а также производственные какие-то мощные мощности. Кто на сегодня имеет право получить кредит? Какие созданы для этого условия для предпринимателей в регионах? Кредит у нас предполагается, что могут получить непосредственно в самом фонде, либо через коммерческие банки-партнеры, с которыми мы сотрудничаем. На сегодняшний день мы сотрудничаем с 13 коммерческими банками-партнерами. Это крупные коммерческие банки, имеющие устойчивое финансовое положение. И все эти банки у нас размещены для удобства наших клиентов на сайте нашего фонда. Кроме того, мы сами непосредственно напрямую осуществляем выдачу кредитов. Выдачу кредитов мы осуществляем напрямую в сумме, превышающей $1 миллион. И суммы, которые меньше $1 миллиона, клиенты могут получать через коммерческие банки. Для удобства клиентов на сегодняшний день мы фактически с момента создания фонда мы на ежегодной основе делаем выезды по регионам, объезжаем стараемся объездить каждый регион нашей страны, собрать бизнес-сообщество в тех регионах, работаем непосредственно с администрацией этих регионов, чтобы собрать бизнес-сообщество, рассказать о нашем фонде, рассказать о том, как можно получить у нас средства, рассказать, какие проекты нам интересны и какие проекты в этих регионах могли бы развивать сами бизнесмены. Помимо этого, на сегодняшний день руководством фонда принято решение открыть в городе Ош представительство фонда, представительство, которое будет заниматься опять-таки вопросами консультаций для бизнесменов, представление каких-то материалов о фонде, поиск проектов, оценка этих проектов. Почему было принято решение именно Южный регион? Южный регион у нас очень большой, ходит несколько областей, и поэтому мы приняли решение, что открытие именно представительства города Оши будет на сегодняшний день наиболее актуально. А остальные области? По остальным областям пока на сегодняшний день мы осуществляем выезды. Вот буквально на днях группа наших экспертов выехала по Южному региону. Они полностью сделают круг по всем районам, южным районам, соберут тех бизнесменов, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса, которым мы можем помочь. После чего, после приезда их, мы здесь сделаем бизнес-аналитику этих проектов, тех предложений, которые нам смогут дать бизнесмены, в том числе, как облегчить им доступ к получению кредита. После этого, через неделю, мы планируем объехать уже северные регионы. То есть, опять-таки, будут собраны бизнес-сообщества всех в каждом районе. И мы постараемся им дать материалы, на основании которых они подчеркнут информацию о возможности получения у нас финансирования. Помимо этого, у нас открываются прямые линии фонда. Есть прямые телефоны, которые даются всем
бизнес-партнером. Он постоянно включенный, и на этот телефон могут все звонить в любое время за получением консультации. Скажите, пожалуйста, созданы ли какие-то послабляющие условия для получения кредита? Потому что предприниматели в регионах, они вносят, да, ощутимый вклад в экономику страны. Но основным послабляющим элементом это является все-таки процентная ставка. Процентная ставка у нас по основным, по приоритетным отраслям у нас ставка 4, и я думаю, это очень интересно. Другой вопрос, что мы понимаем из оценки бизнес-запросов, что в регионах все-таки те суммы, которые хотят получить бизнесмены, они немного ниже, чем в центральной части. Поэтому на сегодняшний день мы прорабатываем вопрос о снижении лимитов для получения бизнесменами. Если мы на сегодняшний день рассматриваем суммы более $1 миллиона, то мы сейчас вынесли на рассмотрение Совета фонда вопрос о том, чтобы по регионам мы могли уже смотреть суммы, которые будут меньше $1 миллиона. И в данном случае, я думаю, мы уже найдем какое-то движение в сторону регионов, и они могут уже к нам обращаться. Вот за получением кредита непосредственно куда надо обращаться? Всегда ли надо идти вот в головной офис, да, или в регионах будут какие-то открытые, или через банки? Основной, конечно, потенциал – это коммерческие банки. Более 300 точек коммерческих банков, с которыми мы работаем, имеют по регионам точки, поэтому легче всего, конечно, пойти в коммерческие банки. В коммерческих банках, в каждом банке закреплены конкретные специалисты, согласованные с нами, с нашим фондом. Эти специалисты прошли у нас консультации, как проводить консультации, какие продукты мы им даем. Они могут разъяснить на местах клиентам по их запросу о наших продуктах, о наших условиях. В Южном регионе, я надеюсь, что вот буквально на днях должен решиться вопрос о представительстве, и там уже могут обращаться непосредственно в представительство. И также к нам в офис, головной офис, могут непосредственно к нам обращаться. К нам могут обращаться как непосредственно прийти к нам, у нас в любой день двери открыты, мы не отказываемся, со всеми встречаемся. Также могут позвонить по телефону мы также делаем консультации первичные и приглашаем сюда, либо сами можем выехать в офис к нашим клиентам и объяснить на местах. И также расскажите, как получить льготный кредит в сфере сельского хозяйства. По сельскому хозяйству основные требования у нас наличие бизнес-плана, наличие земли, либо она должна быть собственностью, либо арендованной. И уже в рамках этого бизнес-плана мы рассматриваем саму заявку, делаем оценку, предлагаем какие-то наши варианты, возможно, какие-то более лучшие решения, потому что мы много проектов видим и стараемся для наших клиентов все-таки подбирать наиболее выгодные условия. Ну и кроме сельского, у страны большой туристический потенциал. Расскажите, вот как в этом направлении, да, получить в этой сфере кредит? В части туризма у нас действительно потенциал страны очень огромный именно в части туризма. И неоднократно объявлялись годы туризма именно в Кыргызстане. У нас на сегодняшний день основным потребителем туристического финансирования все-таки является Иркутская область. То есть у нас есть там проекты, связанные с финансированием пансионатов. То есть мы эти вопросы рассматриваем. Есть действующий проект, который мы финансируем. Помимо этого мы финансируем горнолыжные базы. То есть это покупка оборудования для горнолыжных баз. Помимо этого мы консультируем их, стараемся найти оборудование для тех же горнолыжных баз. Мы работаем непосредственно напрямую с торговым представителем Российской Федерации, куда мы запрашиваем информацию, которая необходима для клиентов при покупке оборудования. Стараемся найти наиболее дешевые, при этом качественные какие-то элементы. А если бизнес пойдет не так, как надо, вы учли риски, да, то каким образом необходимо будет возвращать кредит предпринимателю? В части, да, мы предполагаем, когда рассматриваем проекты, что по тем проектам, которые уже есть, могут возникнуть определенные риски на какой-то стадии развития самого проекта, но мы стараемся с нашими бизнес-партнерами, их называем бизнес-партнеры, не заемщик, а именно бизнес-партнер, мы стараемся отрабатывать каждый фактор и детально рассматриваем все какие-то негативные моменты, которые происходят у них. И стараемся эти моменты учесть при рассмотрении и в дальнейшем помочь им решить их.
Это бывает, и мы нанимаем бизнес-консультантов, независимых каких-то консультантов, именно для того, чтобы они сделали своевременную оценку рисков, сделали оценку проводимого бизнеса. Мы с ними советуемся и пытаемся каждый раз усовершенствовать. То есть, я правильно вас поняла, еще на стадии рассмотрения вы отсеиваете такие проекты, да, и говорите, что ваш там проект безнадежен, да, к примеру, так? Да, есть у нас много проектов приходят, есть проекты, которые, действительно, есть просто желание открыть бизнес, но при этом, если нет опыта, нету какого-то стартового капитала, либо нету людей, с которыми им работать, то, конечно, мы здесь отказываем. Для нас самое важное – это наличие инициатора проекта, имеющего опыт именно в той отрасли, которую он хочет двигать. Если этого нету, то обучать его этому – это очень много времени занимает. Поэтому легче найти опытных предпринимателей, которые уже знают эту отрасль, и с ними двигать этот проект. Оно и для экономики быстрее пойдет рост, и мы будем видеть отдачу. В последнее время большое внимание, да, уделяется развитию регионов. Кроме того, говорится и о строительстве социального жилья, да, эконом-класса во всех регионах страны. Расскажите, на какой стадии находится проект? В части строительства социального жилья 2018 год указом президента объявлен годом развития региона, да, и в том числе в прошлом году, по-моему, в ноябре был утвержден программа по социальному строительству на 2017 и 2020 годы. В рамках этого, в целях поддержки государственной программы, фондом утверждена программа кредитования именно финансирования социального жилья, для чего мы выделили порядка 10 миллионов долларов на освоение это именно вида кредитования. В этих рамках мы разработали отдельный продукт именно социального жилья, указали там требования, какие должны быть требования к социальному жилью. Все требования мы взяли из государственной программы, чтобы не было расхождений, и направили всем коммерческим банкам, если кто заинтересован в этих программах, чтобы они могли уже привлекать клиентов. Помимо этого мы сделали такой бизнес-форум, собрали строителей, тех, кто заинтересован в строительстве социального жилья, объяснили наши параметры и условия финансирования. На сегодняшний день он вызвал большой интерес, и уже есть несколько компаний, которые к нам обратились. Мы им предложили финансирование как покупки оборудования основных фондов по ставке 4%, также и финансирование оборотных средств. То есть основной острой проблемой для строительной компании на сегодняшний день является наличие оборотных средств. То есть этот вопрос мы тоже постарались решить. Мы договорились с международными финансовыми институтами, которые выразили согласие выделить средства на оборотные средства для строительных компаний. А вообще на каких условиях можно будет приобрести это жилье? Непосредственно жильем мы не занимаемся. Мы занимаемся финансированием строительных компаний, а покупку жилья уже строительные компании определяют. То есть они могут непосредственно покупателям, то есть физическим лицам продавать и с ними обговаривать условия. Либо мы сейчас сотрудничаем с государственной ипотечной компанией, с которой мы планируем также в скором времени отдельный продукт непосредственно с ними отработать и вытащить продукт на пользование, чтобы уже через них покупатели могли покупать это именно то строительство, которое осуществляется нашим финансированием. И мы полагаем, что, скорее всего, основные продажи этих квартир будут осуществляться через государственную ипотечную компанию. Эрмек Туратбекович, спасибо вам за информативную и содержательную беседу. Еще в феврале этого года Российско-Кыргызский фонд развития предоставил 100 миллионов сомов гарантийному фонду в целях активизации работы по развитию регионов. Гарантийный фонд был создан решением правительства для оказания помощи предпринимателям, которые имеют перспективные проекты, но не обладают достаточным залогом для получения кредита. В рамках финансирования РКФР фонд будет предоставлять гарантии субъекта малого и среднего бизнеса, которые осуществляют свою деятельность в регионах страны. На сегодняшний день Кыргызско-Российским фондом профинансировано 842 проекта в регионах. Из них 198 освоены по городу Бишкек. Все остальные, а это более 600 проектов, распределены по регионам. Фонд планирует довести планку финансовых средств в регионах до 40%.